Суббота, 9 часов вечера. Я присоединилась к группе сталкеров, чтобы исследовать заброшенные места. У них был четкий маршрут, как, куда, сколько времени проведем и прочее. Первым зданием, которое мы посетили, был заброшенный геодезический центр по Покровскому тракту. Об этом здании нигде ничего не написано. Я узнала, что в общем геодезический центр выполняет землеустроительные, кадастровые и топографо-геодезические работы, проводит техническую инвентаризацию объектов капитального строительства, инженерные изыскания и землеустроительные экспертизы. Однако, данное здание больше похоже на жилое помещение с котельным, гаражом и 2 погребами. Также тут лежит игрушка и старая переноска для детей. Вторым местом, которое мы посетили, было заброшенное здание, которое, говорят, относилось к военной части. Типа как командный пункт или же здание с техникой слежения космоса, так как рядом стояла радиолокационная антенна. Стоит отметить, что в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века начинается развал СССР, и вместе с ним рушится множество военных объектов по всей стране. Здесь старая техника все еще стояла на месте, также остались некоторые записки и имена людей, которые были ответственны за технику. И мне очень понравился второй этаж, особенный вид из окна. Когда шли до следующего пункта, мы обнаружили старый разбившийся самолет, историю которого, увы, я не нашла. И вот третьим местом, которое мы посетили, была заброшенная воинская часть, которая действовала с 1966 года по 2011 года. Территория действующей 17-й отдельной научного измерительного пункта является лишь фрагментом от прежней военной части космических войск, обширная территория которой сейчас пустует и ветшает. Измерительные пункты имели как закрытые наименования типа номер какой-то отдельный научно-измерительный пункт, так и открытые наименования номер какой-то научно-измерительный пункт. Причем закрытые и открытые номера не совпадали. Кроме этого, как и всем воинским частям, им присваивались условные номера, например, военная часть номер какой-то. В некоторых случаях эти номера при передислокации и переформировании менялись, а некоторые нет. Планируется, что на месте старых военных казарм появится новый жилой микрорайон. В перспективе здесь возведут 62 жилых дома с возможностью проживания не менее 18 тысяч человек. Кроме того, проектом предусмотрено строительство 16 социальных объектов, включая 3 школы и 3 детских сада. Проектирование строительства уже началось, и в этом плане главное определить правильную этажность и фасад застройки. Повсюду было много книг, которые просто так лежат, а могли бы и лежать в библиотеке. Было много фотографий на полу, где были ветераны. Было грустно смотреть на это, и поэтому я их вложила в шкафы. Также было много лент, груда старых телевизоров. Поднялась я как-то по сделанной кем-то из театральных сидений лестнице, чтобы видеть верхний этаж актового зала. Там были столы и шкафы, наполненные макулатурой. А вот здесь вы видите казармы, в которые мы не зашли, так как там было много пустых комнат. Последним нашим местом стала заброшенная поликлиника, находящаяся напротив ДСК, или же рядом с Гросгонзой. Говорят, там иногда по ночам слышен детский плач, топот, какой-то ор и ощущается некая сущность. Однако я ничего не ошутила и преспокойно одна побродила по коридорам и кабинетам в ночи. В первом этаже были имена пациентов, их карточки, пробирки и сосуды. Также были плакаты о вреде курения или же рисунки детей на тематику ЗОЖ.
Во втором этаже находился флюорографический кабинет, и там лежали много-много ФЛГ, карточек и истории болезней. А дальше были пустые кабинеты. Жалко, что не было документации и источников в интернете об этой поликлинике. Ну что ж, ну вот и заканчивается наше исследовательское путешествие по заброшкам Покровского тракта и района ДСК. Если у вас есть еще другая информация, то смело пишите мне в ВК или внизу в комментариях. Также вы можете посмотреть другие видео на тему History of the Building, ссылка будет внизу. На этом все. Всем пока!